проекты Якутии поддержаны подкомиссией правительства страны. На территории опережающего развития Южной Якутии будут созданы объекты инженерной инфраструктуры. Материнский капитал в 2 раза больше взамен получения бесплатного земельного участка. Семьи в Якутии могут улучшить жилищные условия. Кто виноват и почему собственная ванна оказалась смертельно опасным местом? Прием душа стал роковым для жительницы Якутска. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. В Якутии тушат 22 лесных пожара на площади более 22 тысяч гектаров. Из них действующих 13 – это в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах. Локализованы 5 в Верхневилюйском, Кобяйском и Намском районах. Напомним, что по всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Между тем, дали результаты искусственно вызванные осадки. В минувший понедельник самолет Ан-26Б «Циклон» оказал эффективную поддержку наземным силам в борьбе с крупными лесными пожарами. По словам замруководителя Департамента по лесным отношениям Республики Джилустана Хона, положительный эффект от работы самолета есть. И в дальнейшем планируется вызов искусственных осадков. Исходя из подходящих погодных условий, он будет продолжен по долгосрочной заявке Якутии. Инвестпроекты Якутии поддержаны подкомиссией правительства России. В Москве прошло заседание по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе с участием Юрия Трутнева, Айсена Николаева и руководителями дальневосточных регионов. В ходе заседания рассматривались объекты, включенные в перечень социально-экономического развития точек роста Дальнего Востока. По итогам работы подкомиссии Айсен Николаев сообщил, что одобрено создание объектов инженерной инфраструктуры в Южная Якутия для развития предприятий «Колмар» за счет средств федерального бюджета. Кроме того, принято решение о направлении 630 миллионов рублей на энергетическую инфраструктуру ГОК «Тарын». Крупная золотодобывающая компания «Якутия» заключила соглашение на реализацию приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность». Основная цель программы – это трудоустройство людей из сельской местности, организация стажировочных площадок для молодых специалистов, а также обучение незанятых граждан на краткосрочных курсах. На сегодня доля компании составляет 37% всего рудного золота, добываемого в Якутии. На протяжении последних 3 лет компания «Полюс Алдан» открыла новое производство по добыче золота из застойной списанной породы. В ближайшие годы планируем именно первые укладки по 1,5 миллиона. Накопив опыт, я думаю, в течение 2-3 лет, достигнув показателей по максимальному излечению, мы планируем строить еще дополнительно такие карты. С объемов 1,5 миллиона тонн мы планируем получать где-то в среднем 700-750 килограмм золота. В 2 раза больше смогут получить многодетные из республиканского материнского капитала. Семьи могут использовать средства мат-капитала в двойном размере для улучшения жилищных условий взамен получения бесплатного земельного участка, если они откажутся от него до конца этого года. Увеличение материнского капитала производится семьям, родившим или усыновившим 3 и более детей до 31 декабря 2017 года, если они не распорядились средствами материнского капитала, либо распорядились их частью в виде единовременной выплаты 15 тысяч рублей. Сегодня в Доме правительства состоялось расширенное заседание коллегии Министерства труда и социального развития республики, где был рассмотрен ряд других вопросов. С 2011 года многодетные семьи, вернее граждане с 3 и более детьми, получают бесплатные земельные участки. И вот сейчас те семьи, которые откажутся от этого права, то есть на право на получение бесплатных земельных участков, у них есть право получить республиканский материнский капитал семья в двойном размере. В 2018 году этот размер установлен в сумме 139 716 рублей. Если в 2 раза увеличить, то это будет уже 270 тысяч рублей. 600 миллионов рублей получил Якутск на создание дополнительных мест в школах. Сегодня депутаты городской думы внесли поправки в бюджет. 300 миллионов рублей – субсидия на строительство 35-й школы. Еще 350 миллионов потратят на покупку готовых зданий. Сначала там отремонтируют помещения, затем переоборуют под учебные классы. В депутатском корпусе отметили, что работа над этим вопросом длилась последние 6 месяцев. Это решение позволит создать еще непосредственно к 1 сентября 1040 мест
В целом у нас потребность по 1 сентября где-то порядка 1400 с лишним. Конечно, тот накал и то напряжение, которое есть у наших родителей, оно снимется. За 3 года эксплуатации первый энергоэффективный детский сад на Дальнем Востоке работает в штатном режиме. Напомним, Василек был построен в поселке Жатай в 2015 году по уникальным энергоэффективным технологиям, в результате чего затраты на его обогрев и освещение снизились на 40% в сравнении с аналогичными объектами, на которых используются традиционные схемы тепло- и электроснабжения. Вся система работает в автоматическом режиме. Наши экспериментальные технологии по энергосбережению сейчас уже работают, все уже отрегулировано, и поэтому не надо бояться переходить к новым таким достижениям, да, к новым экспериментам. Это все сделано для наших детей, нашим детям при таком детском саде очень уютно и комфортно, поэтому не бойтесь и переходите к новым технологиям. Прием душа в собственном доме стал роковым для жительницы Якутска. Прошло 40 дней с даты смерти Натальи Ярославцевой. 2,5 мучительных месяца в больнице безрезультатной борьбы за жизнь. Об этой трагедии мы рассказывали весной. Жительница Якутска ошпарилась в ванной. Кто виноват и почему собственная ванна оказалась смертельно опасным местом? Ответ на этот вопрос волнует близких. В ситуации разбиралась Марина Захарова. Первый вопрос заключается в том, что почему что-то делать начинают только тогда, когда появляются жертвы. И второй вопрос. Почему этой жертвой должна была стать моя мать? Боль, обида, непонимание и 3 самых мучительных месяца поиска ответов на вопросы. Мама была рядом, играла с внуками, ходила на работу. А сейчас смотрит на дочку с фотографией с черной лентой в углу. Все изменилось вмиг. 22 марта – обычный день. Ивана пошла на работу. Ее квартира в этом же доме на Октябрьской, несколькими этажами выше родительской. Много работы, поговорить с мамой не успела. Вечером на сотовой девушке позвонила соседка, попросила купить мазь от ожогов для мамы. Более или менее спокойно это все. Разговор происходил, ничего не предвещало такого, что там прям, как обожглась это у нас обычно, там кружку горячую, там что-то, да, там, или там за чайник человек схватится. Так, чтобы человек сварился в собственной квартире, это же невозможно себе такое представить. Ивана примчалась к матери. Женщина лежала на диване, попросила попить. А когда потянулась к стакану, перед шокированной дочерью предстала ужасная картина. Это мясо было. Это было голое мясо, да, кожа слезла. Скорая реанимация и 2,5 месяца между жизнью и смертью. Причиной всему стал один перепад температуры воды в кране. В тот день Наталья принимала душ. Резко полилась горячая вода. От неожиданности женщина дернулась и подскользнулась. Падая, задела смеситель. Труба сломалась, и уже на потерявшую сознание Наталью полился кипяток. Неизвестно, сколько она лежала под струей горячей воды, но этого хватило для того, чтобы получить ожоги, от которых она так и не смогла оправиться. Это не была бабушка с тросточкой, за которой надо было там присматривать, которая не могла сама там буквально какие-то моменты гигиены для себя исполнить. Это был вполне обычный здоровый человек. Деятельный. Она занималась тем, что помогала знакомым друзьям делать ремонты в квартире. То есть, это понятно, это физически крепкий человек был. Но как же физически крепкий человек оказался в такой беспомощной ситуации? Перепады температуры, как говорят жители, не исключение, а скорее правило для их дома. Во время отопительного сезона начинается проблема с горячей водой. То есть она идет, открываешь горячий кран, она идет сначала горячий, буквально кипяток, потом в течение буквально 5 минут она идет все холоднее, холоднее, холоднее до холодной. Потом таким же макаром начинает, температура повышаться. Звонили, писали в управляющую компанию. Там наличие резких перепадов температуры воды отрицают. Перепады, по сути, они быть не могут, потому что температура
идет по нарастающей. Она не может сразу с нуля перескочить до 60 градусов. Иванна сейчас пытается добиться правды, кто виноват в смерти близкого человека. Бесконечные хождения по разным инстанциям. За помощью она обратилась к уполномоченному по правам человека. Важно на сегодня, насколько компетентные органы собирают правильно доказательства и их фиксируют. И, конечно, я думаю, что мы будем очень внимательны, с учетом и мнения общественности, безусловно, отслеживать принятие окончательного решения. Подтвердить причинно-следственную связь без доказательной базы сложно. После трагедии замеры температуры воды представители надзорных органов сделали только в бойлерной. Там все в пределах нормы. На выходе не зафиксировали. Из сломанного крана пробы не берут, а когда его починили, коммунальщики успели наладить обратный поток воды. Температура пришла в норму, но это уже не вернет к жизни Наталью и не утешит дочь, потерявшую мать. Марина Захарова, Саргылана Захарова, Григорий Хлопков, Владимир Павлов, Якутск. К другим темам. В Нерюнгринском районе в связи с промышленным освоением территории сократилась среда обитания бурых медведей и лис. В Южной Якутии влажные и прохладные погодные условия, лесных пожаров не было. И это дало шанс зверям прокормиться и спастись. Но люди сами стали нарушать положенную дистанцию, что видно из различных видео, гуляющих по соцсетям, где нерюнгринцы с рук подкармливают хищников, тем самым провоцируя их выход в черту города. По словам специалистов Комитета охраны природы, в данный момент дикие звери начали уходить дальше в лес. Благодаря дождям в этом году много белых грибов, также начался сезон маслят. Первый поселковый автомобильный конкурс прошел в Айхале. Десятки автомобилистов выясняли, чья музыкальная система громче, чей автовыхлоп и автотюнинг лучше. Шумное мероприятие собрало зрителей на местной поселковой площади. Среди участников были и автомобилисты с Удачного. С подробностями моя коллега. На 3-4 сигналят абсолютно все автомобили. Мы начинаем! На Соборной площади в Айхале шумно и многолюдно. Впервые в поселке провели автошоу. Десятки автомобилистов собрались на одной площадке. Участники автомобильного конкурса выясняли, чья система музыкальнее и громче, у кого креативнее автотюнинг или лучше автовыхлоп. На громкое и дребезжащее, причем в прямом смысле этих слов, мероприятие приехали и автомобилисты с Удачного. Во всех городах устраивают, мы чем хуже. Тоже вот решили, у нас тоже много машин интересных. Людям тоже хочется показать. Не только для себя, а для людей. Алексей Григорьев в своем новеньком авто демонстрирует максимальный уровень звукового давления. Жюри делает необходимые замеры. Только цифры определят победителя. Мотоциклы и автомобили для Алексея увлечение по душе. Устанавливает дорогостоящее оборудование, тратит все свободное время на любимое дело. Автошоу – способ показать возможности своего автомобиля. Вкладываю я в удовольствие, мне нравится, я не знаю. Чисто по акустике здесь больше 100 тысяч. То есть вышло. С учетом того, что мы работали сами, все строилось вручную. Шумное мероприятие быстро собрало на площади десятки зрителей и жителей поселка. Вместе с жюри оценивали автомобили, фотографировались на фоне самых интересных авто. Привлекла айхальцев и ретро-техника. Эту «Волгу» 1960 года выпуска хозяин пригнал с Иркутска. Автомобиль стал лучшим в категории ретро-классика. Мне понравился морковник, у него тюнинг хороший, мотор. Вообще я считаю, что надо проводить чаще такие мероприятия. Это как-то интересует молодежь к чему-то. То есть молодежь не склоняется не без дела, а занята делом каким-то. В автосоревнованиях участвовали любители и профессионалы. Определили, у кого лучший и дорожный просвет автомобилей. Участников поддерживали многочисленные болельщики. Замеры жюри выполняли внимательно. Каждую цифру заносили в протокол. Конкуренция на этих состязаниях была большой. Интересно там машинами заниматься, чем где-то лазить там по подворотням. Как поселок, людей дружески делать. Не знаю, культурно время проводить. Результаты замеров определили победителей. Лучший автовыхлоп и автотюнинг у автомобиля «Марк». Водитель Сергей Лисовенко. Самый громкий автозвук в автомобиле у Алексея Зарубина с Удачного. Лучший дорожный просвет у авто Магомеда Имагаджиева. Участники первого автошоу готовы к новым рекордам. У многих уже есть интересные идеи, какую акустику лучше поставить или как креативнее оттюнинговать свой авто. Прокачанные автомобили покажут на следующем автошоу. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.